Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих господдержку. Это субсидии, льготные кредиты, гарантии и так далее. Подобные реестры, но обособленные друг от друга, ведут сейчас органы власти всех уровней, которые занимаются выполнением программ поддержки малого бизнеса, а также корпорация малого и среднего предпринимательства и другие профильные организации. С запросами о предоставлении конкретному субъекту бизнеса поддержки необходимо обращаться к различным реестрам. Создание же единого реестра позволит обеспечить адресность и обоснованность поддержки, даст возможность проводить оценку ее результатов, корректировать ее состав и объем, поясняет правительство. Помимо вида, объема и срока оказания поддержки конкретным субъектам малого и среднего предпринимательства, в реестре будут указываться все факты нарушения порядка и условий получения помощи, в том числе нецелевое использование средств поддержки. Эти данные, как предполагает законопроект, будут обновляться ежемесячно на основе списков от соответствующих органов власти и организаций, а после истечения срока поддержки будут храниться в течение 10 лет. Естественная убыль населения России за 5 месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,5%. По данным Росстата, с января по май число родившихся в России составило 600 тысяч человек, число умерших – 780 тысяч. За аналогичный период прошлого года естественная убыль населения составила 147 200 человек. Таким образом, этот показатель вырос более чем на 33 тысячи человек. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. Связано это как с объективными причинами. Это недостаточный рост рождаемости, высокая смертность и искривление статистики. Выяснилось, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как дорожно-транспортные происшествия. Правительство России одобрило предложение Минсельхоза на продлении максимального срока льготного кредитования для аграриев, выращивающих овощи в закрытом грунте, с 8 до 12 лет. В правительстве отмечают, что инициатива аграрного ведомства на пролонгации льготных кредитов для тепличных хозяйств была одобрена. И к 1 октября 2019 года министерство должно подготовить проект соответствующих изменений в нормативную базу. Правом на такую пролонгацию также будут обладать производители, которые ранее не получали возмещение капитальных затрат. Предполагается, что данные меры помогут снизить финансовую нагрузку на предприятия, которая выросла в связи с увеличением сроков окупаемости инвестпроектов на фоне роста тарифов на электроэнергию, которые в некоторых районах выросли в 2 раза. Минэкономразвития России предлагает до 1 октября 2019 года утвердить нормативные и правовые акты для ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет средств федерального бюджета и с 1 января 2020 года обеспечить снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. В документе, разработанном Минэкономразвития, отмечается, что в рамках работы по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также на последующие годы должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование расходов на субсидирование тарифов на электрическую энергию для населения в объеме, равном величине перекрестного субсидирования по состоянию на 2019 год, а также на субсидирование тарифов на электроэнергию для потребителей Дальнего Востока и Калининградской области. Также в проекте указа отмечается, что должен быть реализован комплекс мер повышения эффективности электросетевого комплекса, включая оптимизацию инвестиционных программ электросетевых организаций с учетом ограничения роста тарифов сетевых компаний уровнем не более 2,5% в год. Четверть россиян не планирует самостоятельно копить на пенсию. На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывают 23% респондентов. Об этом свидетельствуют данные проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения опроса. Основными условиями для обеспеченной старости россияне посчитали госгарантии для накоплений и жесткий контроль за ними со стороны властей. Более половины, это 58% участников опроса, так или иначе знакомы с альтернативными источниками
целями обеспечения дополнительного дохода после выхода на пенсию. В частности, респонденты готовы рассмотреть альтернативы обязательным отчислениям части дохода в пенсионный фонд. Например, 21% респондентов намерен копить самостоятельно в наличных рублях или валюте, 18% инвестировать в недвижимость, каждый 10-й задумался о страховании жизни или вкладах в негосударственные пенсионные фонды, еще 8% задумались о накопительном страховании. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.